Здравствуйте. Сегодня мы говорим с вами на такую очень сложную и трудную тему синтетических наркотиков. Давайте для начала просто поясним, что такое синтетические наркотики, что такое новые наркотики, чем они отличаются от старых, чем они опасны, также они опасны или как-то иначе. Новые психоактивные вещества – это вещества, которые не вошли в Конвенцию о психоактивных веществах 1971 года вроде. И вот они не вошли в реестр, и из-за этого они впоследствии начали называться новыми веществами. И какие у них отличия? Мы не можем их контролировать. То есть препараты, которые входят в конвенцию, они строго запрещены во многих странах, и их ввоз, еще что-то, в принципе, контролируется государством. А новые психоактивные вещества, они могут как-то изменять состав препаратов, и тем самым они могут обходить законы и приступать через границу. Эти вещества есть и в нашей стране? Да, их много. Но, опять-таки, они не в общем доступе, но люди каким-то образом получают к ним доступ. И количество этих веществ, я так понимаю, и, соответственно, количество людей, которых потребляют, растет? Да, с каждым годом растет. Плюс не только вот новые психоактивные вещества, но и аптечная наркомания у нас сейчас растет среди молодежи. А аптечная наркомания — это что такое? Аптечная наркомания — это препараты фармакологические, которые либо выпускаются с рецептом, либо без рецептов, но в основном это рецептурные препараты, которые продаются в аптеках, жизненно необходимые для человека. То есть разрабатывался этот препарат как лекарство, да. Но люди получают эти препараты с целью, чтобы достичь какого-то удовольствия. Ну, а поскольку у нас продажа лекарств не всегда контролируется, то это тоже представляет угрозу. Да. Среди молодежи насколько высок уровень потребления подобных наркотиков? Да, среди молодежи в последнее время повысился риск употребления именно психоактивных веществ, новых тем более, и плюс склонность к аптечной наркомании. По каким признакам родители могут определить, что их ребенок начал употреблять? Так, хорошо. Есть несколько признаков. Ну, во-первых, то, что ребенок начинает пропадать, мало времени проводит дома, у него появляются новые друзья, которые изначально не были его друзьями, вы их не знаете, вы с ними не знакомы. Они начинают вам много врать. А в поведенческом? У них эмоциональная лобильность, неустойчивость. То есть они могут смеяться, как-то быть дурашливыми, шутить, но при этом резко настроение может меняться на противоположное. То есть они могут давать агрессию, раздражительность, вплоть до, не знаю, до оскорбления родителей доходит. Вы знаете, мы уже писали не раз об этой проблеме. И проблеме потребления новых наркотиков. И мне кажется, родители очень мало обращают внимание на вот такую проблему. И признаки, которые вы перечислили, резкая смена настроения, да, новые друзья, да, вот я своими словами родителей пересказываю. Это, в общем-то, признаки, свойственные большинству подростков. И родители, мне кажется, закрывают глаза. Вот когда стоит обратиться к специалисту, вот действительно есть риск, что вот ребенок в группе риска, вот когда? Самое явное это если вы находите у него шприцы, там что-то похожее на зеленого содержания, зеленого цвета. Признаками являются это вот неусидчивость, беспокойство, тревога, может быть, необоснованные какие-то страхи могут быть напряженность какая-то, суетливость, да? Также расширение зрачков может. Обычно они могут казаться, как будто находятся в алкогольном опьянении. Но при алкогольном опьянении есть специфический запах, да? Тут такого не будет. Также у них будет эмоциональная неустойчивость, раздражительность и перепады настроения. То есть они вначале могут быть плаксивые, чувствительные, затем сразу на раздражение переходят. У родителя возникло подозрение, что делать, после того, как возникло это подозрение? Куда идти?
Если у родителей возникли подозрения, то в первую очередь лучше поговорить с ребенком. Если поговорить не получается, они зачастую из-за эмоциональной лабильности они закрываются от родителей. Это надо создать в первую очередь комфортную обстановку в семье, чтобы ребенок доверял и мог открыться родителю. Да? Если не получается, то у нас в Республиканском центре психиатрии и наркологии есть специалисты, подростковые наркологи, которые могут провести анонимное консультирование подростков. Где находится этот центр? Находится по улице Байтик-Батыра, 7. То есть туда приходит родитель с ребенком? Да. Вообще мы самих подростков, они приходят к нам, да, но мы без разрешения родителя мы не имеем права их принимать. Бывает такое, что к вам приходят сами подростки, да. То есть они осознают проблемы, а к вам приходят? Да. Они боятся реакции своих родителей. И как вы ведете себя в таком случае? То есть пришел ребенок, он осознает проблему, он пришел к вам за помощью, ваши действия? Мы им объясняем, что это такое, куда они попали, для чего. Они приходят сами, чтобы получить консультацию первичную. Но так как у нас есть свои правила работы тоже, мы им говорим, что мы, конечно, проводим первичную консультацию, но в следующий раз они уже должны прийти в сопровождении кого-то из взрослых, опекуна, родителя. И родителю вы не сообщаете? Это все анонимно. И как часто к вам приходят такие детки? За последние пару лет участились случаи. Раньше крайне редко приходили. И в каком возрасте? Это в основном сейчас подростки. 15, 17 лет, бывает 13 лет. И что они хотят услышать? Они хотят, чтобы их услышали в первую очередь. Зачастую, кто к нам приходит, у них есть конфликт семейный какой-то, либо в школе, допустим, либо среди друзей какие-то конфликты, чего они боятся рассказать своим близким. Смотрите, получается, что вы наблюдаете таких подростков, и мы с вами говорим о том, как заметить первые признаки, а как не допустить. Как сделать так, чтобы ребенок не оказался в этой зоне риска? В первую очередь это создать уютную, комфортную обстановку в семье, чтобы было доверие между родителем и ребенком. Во вторую очередь надо быть участливым в жизни своего ребенка, смотреть, появились у него новые какие-то подозрительные друзья или нет. Это не означает, что вы должны полностью следить за ребенком, но какое-то участие в его жизни принимать. Всегда ли такие проблемы у ребенка означают проблемы в семье? Нет, не всегда, но зачастую, да, в большей степени, да, но иногда еще влияет его окружение, то есть с какими друзьями, да, он познакомился, с кем он начал работать, не знаю, подростки начинают работать, это тоже может влиять сильно. Как быстро возникает привыкание? Все зависит от препарата. Обычно после первого употребления может быть привыкание уже. Обычно это в первую очередь сформируется психологическое привыкание, то есть они ощущают комфорт, расслабленность, то есть все эти невзгоды, которые были, допустим, у подростка, они уходят. Ведется ли какая-то профилактика? Профилактика, да. То есть как-то в школах рассказываете ли вы о том, что с одного раза, может, обратной дороги не будет? Да. У нас сейчас активно ведется профилактика, то есть мы ходим по школам, на периферии какие-то школы могут быть. Недавно съездили в Карабалту, там тоже в школах провели профилактику насчет психоактивных веществ и как это вредно для здоровья среди старших классов вроде сделали. И как реагируют подростки, старшеклассники на такие беседы? Подростки, кстати, очень активно принимают участие, у них очень много всегда вопросов, то есть они интересуются этим. И мы им говорим, что это небезопасно для их жизни, и в принципе они соглашаются с этим. А не существует такого мифа в головах у наших подростков, у некоторых, что существуют какие-то такие опасные наркотики, какие-то есть опасные, а какие-то не легкие, не опасные?
Да, у нас есть такое. Как они понимают, да, что опасно? Что опасно — это все препараты, которые принимаются инъекционно, то есть через шприцы. Они считают, что они являются самыми опасными, но так и есть. Вообще все, да, препараты, они считаются опасными, и организм может на каждый препарат, даже если это не инъекционный, реагировать по-разному и вызывать различные побочные эффекты. Какие, например, побочные эффекты? Так, это может быть остановка дыхания, да? Отек мозга может быть, развитие каких-то психических расстройств, которых никогда до этого не было. Так, это ВИЧ, СПИД, который передается, да, через иглу. Это гепатиты могут быть различные. Вот. И все же, вот я произнесла фразу, что обратной дороги может и не быть, но тем не менее вы работаете с такими пациентами. Можно ли излечиться от наркотической зависимости? Да, можно излечиться, но это долгий путь. И смотря как давно принимают эти препараты. Что для этого делается? Мы опросник, то есть мы опрашиваем, сколько, какие препараты принимает, и вот на основании вот этого уже дальнейшее решение, как лечить пациента. А как лечится? Ну, в основном, смотря какой препарат, да, если это из ряда опиатов, то там уже заместительная метадоновая программа у нас есть. Вот. Там, то есть, есть препараты, которые просто замещаем вот эту зависимость, и они не являются сильно, считается не наркотиком, но препарат, который законно может замещать эти препараты. А если это, допустим, не инъекционные какие-то препараты, то есть в первую очередь это отказ, да, от препарата самого. Потом зачастую это психотерапия. Есть 12 шагов зависимости, как бросить зависимость. Вот есть различные такие терапии. Есть положительные примеры? Получается или… Да, получается. Положительные примеры есть, которые начинают вести здоровый образ жизни в целом, бросают препараты, устраиваются на работу, семьи заводят, и в целом все у них хорошо. Смотрите, если к вам пришел несовершеннолетний пациент, то, понятно, вам закон запрещает консультировать его без взрослого. А если пришел уже взрослый, ну, то есть старше 18 лет, да, я так понимаю, что с 18 лет человек вправе обращаться к вам самостоятельно, то здесь вы не работаете с его семьей? Нет, мы здесь уже работаем исключительно с самим пациентом. Но вообще лучше проконсультировать тоже семью, чтобы они были в курсе, да, как все продвигается в лечении. Если человек не хочет, чтобы его семья знала, возможно ли излечение без вовлечения ближайшего окружения семьи? Да, но это выбор, да, пациента. То есть мы должны его уважать. Если он не хочет, то мы не заставляем это делать. Прибегаете ли вы к помощи правоохранительных органов в своей работе? Вообще нет, мы не сообщаем в правоохранительные органы, потому что это все конфиденциальная информация. То есть ребенок пришел, чтобы получить первичную консультацию, вот анонимно. Вы ничего не спрашиваете, да? То есть если приходит к вам, то вы никакую не будет известно ни его имя, ни его фамилия, ни его адрес. Да. Очень часто же, особенно в нашем обществе, боятся еще и осуждения общества. Да. Здесь все сугубо да. анонимно. То есть мы никому ничего не сообщаем, правоохранительные органы, то есть это не преступники, да, во-первых, чтобы сообщать в правоохранительные органы насчет. Вот. А так, в целом, да, это все анонимно, мы их консультируем, а потом уже дальнейшее решение остается между нами. Это все бесплатно? Да, это все бесплатно. Если это подростки, то есть отдельное отделение подростковое, да, куда вы можете обратиться, там 4 специалиста есть. В принципе, вы можете с ними поговорить в любое время. То есть это по записи или вот… Нет, вы можете просто подойти, спросить, что, кто, вам все объяснят, к кому обращаться. Насколько квалифицированы люди, которые там работают?
Работают ли они над своей квалификацией? Да, да. Это все врачи, которые закончили Кыргызскую медицинскую государственную академию по специальности врач-психиатр, и в дальнейшем они также повышают свою квалификацию в психотерапии, чтобы как раз-таки вести таких пациентов. А это считается, да, психиатрическая проблема прежде всего, то есть тут нужен такой психиатр? Это не как? Это как наркологическая, так и психиатрическая. Но в первую очередь, если это зависимость, то это наркологическая, да. А потом мы уже смотрим дальше, как работать. А диагноз ставится на основе собеседования? Какие-то анализы вообще проводятся? Да, анализы проводим. Вот опять-таки, да, сначала мы узнаем, какие препараты принимали. Если надо, то мы берем какие-то анализы, а потом уже, да, ставим диагноз. А как вот вы работаете? Это расписывается какая-то процедура, вы проводите какие-то сеансы индивидуальные с такими пациентами? Да, вот с пациентами в наркологии. Да, да. Это вот зависит от пациента и врача, как они решили в дальнейшем. Вот опять-таки, да, смотря какой препарат, сколько он принимает, вот так и дальше мы принимаем решение, как дальше его вести. Это будет консилиум? Может быть консилиум, если это тяжелый какой-то случай, да. А количество тяжелых случаев увеличилось или все-таки к вам обращаются на первых этапах? Все-таки родители внимательны? Ну, сейчас, в последнее время, с развитием интернета и вот освещение насчет вот этих всех препаратов стало больше обращаться, да. Родители начинают бить тревогу уже когда вот на ранних этапах. Вообще, считаете ли вы, что вот такая помощь, да, наркологическая, у нас развита нормально? Или вам чего-то вот для того, чтобы работать в полную силу, оказать помощь, пусть не всем, кто в этом нуждается, но хотя бы большей части, что у вас все есть? Или вам что-то не хватает? Ну, конечно, не хватает, потому что у нас очень мало специалистов, именно наркологов, особенно тех, кто работает с подростками. Да? Что нужно делать родителям, чтобы ребенок не попал в группу риска, чтобы просто не оказался в этой ситуации? Ну вот, в первую очередь создать доверительные отношения в семье, рассказать ребенку, что такое психоактивные вещества, какой вред они для организма могут нанести. Также уметь говорить людям, отказывать, да, другим людям, если они что-то предлагают. Также не ругать их за честность, потому что зачастую дети боятся признаться родителям. Ну вот, мне кажется, это главное. А теперь давайте объясним детям, подросткам. Потому что иной раз действительно, мне кажется, они не понимают, в чем риск. Им кажется, что да, модно, молодежно. В чем риск употребления подобных препаратов? При употреблении могут нарушиться социальные контакты, да, с окружающими. Также в дальнейшем, если они попадут на учет наркологический, то уже профессиональные, да, какие-то сферы тоже будут страдать. Также это заражение различными заболеваниями, такими как ВИЧ, СПИД, там, гепатит. Да. Если родитель заподозрил, что ребенок начал употреблять наркотики, что должен сделать внимательная мама, внимательный папа, ну или кто-то из окружающих? В первую очередь это поговорить с ребенком открыто и честно, чтобы ребенок, если у него есть проблемы, лучше сразу признался вам и предпринять какие-то меры уже на начальных, да, этапах, чтобы в дальнейшем не было каких-то вот серьезных негативных последствий для здоровья ребенка. Вот. Также обратиться в специальные службы, которые занимаются этим, это обязательно. Лучше пусть, если вы уже выявили, лучше в дальнейшем отдайте это в руки профессионалам.